Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такая: кто мечтает и кто хочет вашей любви. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя, так и спросите, кто мечтает и кто хочет моей любви. Так, я думаю, все уже настроились. Убираем Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Слушайте, а вы интересная женщина, очень интересная. Вы не даете покоя противоположному полу. Здесь очень много мужчин о вас вспоминает, думает и всякие такие неприличные желания к вам испытывает. Так, ну давайте более-менее серьезных тут мужчин повыбираем. И, кстати, девочки, не забывайте, что отсыпка у нас все-таки общая, поэтому перенимайте на себя. А здесь вот какой-то страдалец вышел на расстоянии с вами. Расстояние где-то очень далеко от вас находится. Почему-то у него нет хода к вам. Ну вот как заблокирован ход. Может быть, вы послали его куда подальше. Может быть, невозможно выбраться из того места, где он сейчас. На удалении сидит, страдает. Он вспоминает вас, ну, каждую ночь. Вот он ложится спать и думает о вас, мечтает о вас, представляет вас. У него есть ваша фоточка, он ее там уже просто до дырочек уже засмотрел. Вот, мысли постоянные. Он мечтает о дне, когда он сможет к вам прийти, к вам приблизиться. Ну, не знаю, либо несостоявшийся, либо какой-то бывший. Откуда-то издалека о вас мечтает. А вы, ну, кто-то вспомнит, а кто-то даже и не вспомнит. Понимаете, для вас он такое пятно. Какое-то пятно, которое имеет форму. Вот. Но если бывший, ну, как бы вообще к нему остыли, даже и не вспоминаете о нем. Ну, либо обижены на него до сих пор, злая на него, думать, не хочу даже о тебе думать. Вот. Ему очень хочется, ну вот лично, понимаете, у него есть ваш номер, у него есть там ваша почта электронная, он бы мог давно уже вам написать, но почему-то для него важно вот лично, глаза в глаза. Может быть, знаете, как думает, ну, если лично, то она меня сразу не пошлет, да, либо она мне сразу не откажет. Вот. Он на что-то надеется, он еще на что-то надеется. Кстати, он за вами следит. У кого-то, может быть, мужчина хакер, да, умеет вскрывать там чужие пароли, либо под какими-то линками чужими заходить. Там. Может, у вас там в подписчиках девочка какая-нибудь есть. Окажется, что это не девочка, а он. Да, следит. У кого-то отыграется, что мужчина имеет связи с кем-то из вашего окружения. И через этих людей он узнает о вас информацию. Вот. Кстати, когда он узнает о вас информацию, он всегда с содроганием сердца готовится к этой информации. Да? Очень боится услышать, что у вас кто-то появился, что вы влюблены, что вы счастливы, что вы там замуж выходите, что жизнь у вас удалась и сложилась. Очень, очень боится, страшится услышать этих новостей. Почему-то он думает, что у вас еще все возможно. Какая-то уверенность в нем есть. Либо эти мысли помогают ему жить. Да. Какая-то непростая личность. Он, кстати, очень какой-то закомплексованный, неуверенный в себе и очень такой осторожный человек. Ну, либо трусливый, как нравится, так и называйте. Ну, такое, знаете. Лично на мой взгляд, ну вот честно, я думаю, что такая шикарная женщина, как вы, ну, не должна себя тратить на такие отношения. Я думаю, вы тоже это понимаете. Вот этот человечек. Был у него шанс, была у него возможность, но он все профукал. Да. А теперь уже как
Не отмотаешь. Хотя он еще надеется. Надеется очень сильно. Дальше идем. С правой стороны. Но это люди, которые поближе. Здесь мужчина старше, чем вы. Причем мужчина статусный. Ну, так понимаю, женат человек. Семейный человек. Да, у кого-то отыграется, что он чей-то муж и отец, у кого-то отыграется, что он чей-то муж и дедушка, либо даже прадедушка. Этот мужчина, он давно за вами наблюдает, либо давно как-то рядом с вами находится. Он как-то очень долго, постепенно, поэтапно в вас влюблялся. И чем старше он становился, тем больше он к вам чувств испытывает. Честно, хочу предупредить. Ему все труднее и труднее себя контролировать. У него очень сильный, ну, скажем так, сексуальный порыв к вам. Вот, девочки, вы-то думаете, мужчина приличный, там сосед, либо какой-нибудь там начальник, либо там старший по дому, а он, видите, как с вот этим делом заморачивается. Поэтому, если понимаете, о ком говорю, у мужчины есть седины. Либо он совсем седой, либо он с проседью, такой мужчина, но он женат. Женат. Ну, в принципе, симпатичный. Ну а что? С лица воды не пить. Будьте поаккуратнее. Не оставайтесь с ним наедине. Там, не в лифте, в машину к нему не садитесь, потому что может приставать. А у вас тут двойной шок идет, да, что к вам пристают и что именно он к вам пристает. Он себя ничем не выдает. Не, вообще ничем не выдает. Такой весь приличный, с вами очень галантный, обходительный, но не более. Вот. И вы понимаете, вы ни сном, ни духом, что вот дедулька к вам пристанет. Так, идем дальше. Какие-то мужики про вас говорят. Какие-то мужики. Два смеются, а один плачет. Ну, я так понимаю, это какой-то влюбленный, безответно влюбленный в вас человек. Какие-то не слишком простые. Кстати, у кого-то отыграется, что они все пьющие. Но два тут вообще пропащие. А вот этот, который плачет, который в вас влюбленный, ну, он считает себя недостойным вас. Он понимает, что нет, я не готов, я не могу, что ей предложу. Чекушку? Нет, не буду. Вот что-то у человека не так в жизни пошло, да, не туда повернул, и все. Из горочки скатился на самое дно. Кстати, вот чувство к вам его поддерживает. Поддерживает иногда он даже, знаете, как из этого пьяного бреда, как в себя приходит и думает, нет, надо мне что-то менять в своей жизни. Вот есть женщина, это моя мечта, ради нее, для нее. У кого-то, кстати, может отыграться, что он не пьет, а, например, чем-то другим пользуется. Да? Какое-то замутнение у него на других препаратах происходит. Ну да, так девочки бывают. И такие люди могут влюбляться. Вот. Вы не знаете, а может и знаете, да, но для вас эта тема вообще какая-то страшная, вы не хотите об этом слышать и думать. Извините, что напомнила, но раз уж у нас такая тема заявлена, вы должны знать. Представляет ли он для вас угрозу? Нет. Будет ли он к вам приставать? Нет. Будет ли он там кричать о своих чувствах? Нет. Никак он себя не обозначит и вас не потревожит. К сожалению, я так понимаю, что ему не выбраться из этой клоаки, не встать на ноги, вот как он там себе думает и представляет. Я просто хочу, чтобы вы знали, что для одного пропащего человека вы стимул что-то в жизни поменять. Вот так, девочки, вы его стимулируете. Так, идем дальше. Кто мечтает, кто хочет. Тут больше похоже на дружбу, на дружеские отношения. Вышла женщина, я сначала думала, как это женщина, про любовь. Но я так понимаю, что это про дружбу. Все-таки вышла с правой стороны. Хотя, может быть, меня смотрят девушки, которые нетрадиционной ориентации. Какая-то вот женщина выходит, блондиночка, светловолосенькая, и у нее волосы такие, то ли она их завивает, может быть, либо они сами от природы у нее вьющиеся. Похоже на не знаю, на лето. Она ассоциируется с летом. Может быть, у нее там веснушечки есть. Может быть, сама она такая беленькая, с розовыми щечками. Лицо какое-то прям детское.
детской. По характеру она как ребенок. Вот. Вы ей нравитесь, вы ей симпатичны. Очень хотелось бы познакомиться. Если мы говорим про дружбу, ну вот она сама выйдет на связь. Она вот подойдет, познакомится, будет очень говорливая, немножко навязчивая. Но поверьте, она очень хороший человек, и ну, ничего плохого я в ней не вижу. Да, есть такие девчонки-болтушки, которые там любят громко смеяться, звонко и болтать очень много. Но человек, она крайне положительный. Если вы хотите новых контактов, если вы хотите новых друзей, почему нет? Обратите внимание. Возможно, у вас там детки в одну школу ходят, там в один сад. Может быть, живете вы по соседству. Либо, может быть, вы вместе окажетесь в каком-то месте, и вы будете говорить на одном языке. Да, остальные люди будут говорить на другом языке. Хорошая девчоночка, там можно общаться. Так, для тех, у кого это коснется действительно отношений, ну, я так скажу, она очень ревнивая. Вот. Хорошая, но ревнивая. Она очень заботливая. Она вот так, знаете, вот так берет в объятия, не отпускает и давит очень сильно. Но тут нужно подумать. Дружить окей, а вот иметь отношения, наверное, нет, потому что задавит, задушит, задавит, залюбит. И сами понимаете, да, будет раздражение, будут ссоры. Зачем вам это надо? Просто дружите, просто общайтесь. Ну, миленькая такая девочка вышла. Так, интересно. У кого-то муж выходит, девочки, у кого-то вышел муж. Не знаю. Ваш муж ищет и мечтает о любви. Так, какой-то он несчастный вышел. Как виноватый и несчастный одновременно. Может быть, он плохо с вами поступал, может быть, он плохо себя вел, обижал вас. Может быть, не ценил вас в свое время. Да? Как-то вы от него отвернулись. Либо он мне показывает, что вы от него отвернулись. Но он все равно считает вас своей женой. Не знаю, считаете ли вы его своим мужем, но он считает вас своей женой. Вот. Очень хотел бы, чтобы вы назад все отмотали, да? Чтобы вот этих всех проблем между вами не было. Так, знаете, думает: боженька, дай мне шанс. Дай мне шанс обнулиться, пусть она все забудет. Начать сначала. Я никогда больше не буду так себя вести, да, либо такие поступки совершать. Вы знаете, почему-то он, ну, либо он просил прощения, а вы послали, либо он слишком какой-то, ну, даже не знаю, как это назвать, противоречивый, да, с одной стороны хочу, с другой стороны боюсь, вот, нерешительный, может быть, даже, может быть, боится, что вы там будете над ним смеяться, да, скажете: вот как все повернулось, теперь ты за мной бегаешь. Да, ну там пойми, какие у него тараканы. Девчоночки, он будет пытаться какими-то поступками, именно поступками, не словами, поступками вас расположить к себе. Ну, поскольку он вас знает, кто-то очень долго вместе прожил, ему будет легко вас радовать, легко вас удивлять. Действительно, какие-то широкие жесты идут от мужчины. Он не будет, скажем так, скупиться на вас, он не будет мелочиться, он не будет лениться. Будет именно действиями, поступками добиваться вашего расположения, вашего внимания и вашего желания с ним, ну вот как восстановиться, помириться, обнулиться, может быть, да, действительно заново начать. Но тут у него подгорает, девчоночки, подгорает. Может быть, да, раньше он не ценил, раньше не понимал, а теперь вот старший стал и говорит: а какой же я счастливый был, да, что мне такая именно женщина по судьбе попалась. Вот. Ну, будет, девчонки, он будет еще вас добиваться. Пусть не прямо, но косвенно, тем не менее. Вот только сейчас, да, только сейчас он наконец-таки понял, как сильно он вас желает и как сильно он вас на самом деле любит. Это, конечно, грустно, но так иногда в жизни бывает. Так иногда бывает. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.